Вы смотрите новости. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Сперва смотри налево. Госавтоинспекция проводит неделю безопасности дорожного движения в школах республики. Особый финансовый режим. Самозанятые жители Якутии теперь могут получить займ на выгодных условиях от Фонда развития предпринимательства республики. Большие гастроли. В Нерюнгри выступает труппа Костромского кукольного театра. В ходе трехдневного голосования в Якутии прошли выборы в Государственную Думу, дополнительные выборы в Илтумен и проведено 76 муниципальных компаний. В частности, жители районов выбрали глав 2 районов, депутатов 4 районных советов, глав 37 поселений. Выборы прошли на высоком организационном уровне. Избирательную кампанию 3 уровней обеспечивали 822 избирательные комиссии. Данные говорят о легитимности, открытости и остроте прошедших выборов. Мы нацелены были на открытость и прозрачность. Я специально выше всех позиции сказал. Наблюдатели, члены совещательным голосом в виде наблюдения, сама позиция, наши требования законодательства. И мы получили вот такой вот результат, уважаемые коллеги, по многодатному избирательному округу. Для кого-то неожиданность, для кого-то удивление, для кого-то логика, для кого-то утверждение. С этой точки зрения в целом достаточно интересные цифры, которые показывают о конкурентности, о легитимности, остроте, открытости выборов. Также председатель Центральной избирательной комиссии Якутии Евгений Федоров подчеркнул, что эти данные предварительные и протоколы находятся на стадии утверждения. Федоров отметил, что принципиальных нарушений, которые бы влияли на волеизъявление избирателей, не было. Переходим, уважаемые коллеги, к следующему тоже моменту. Это политические партии. 14 политических партий, которые принимали участие. Коммунистическая партия Российской Федерации получила 35-15. Партия «Единая Россия» получила 33-22. Ну, соответственно, третье место в нашей республике заняла политическая партия, совершенно новая. Новые люди. Почему я говорю о предварительных результатах? Потому что мы вчера ночью, практически сегодня до утра, делали свод от всех 822 избирательных комиссий нашей республики. Машина посчитала, и, безусловно, после этого у нас на днях предполагается проведение заседания Центральной избирательной комиссии. Госавтоинспекция проводит неделю безопасности дорожного движения в школах для снижения уровня детского травматизма на дорогах республики. Инспекторы планируют провести родительские собрания по тематике безопасности дорожного движения, уроки, конкурсы, флешмобы и акции с детьми и родителями. Так, сегодня, 21 сентября, пройдет единый день безопасности дорожного движения для школьников, педагогов и родителей. А 23 сентября – Всероссийский родительский всеобуч по профилактике детского дорожного транспортного травматизма. К другим темам. Роспотребнадзор республики фиксирует сезонное увеличение больных ОРВИ и гриппом. В Якутске регистрируется 55% заболеваемости, при этом 66% зараженных дети до 14 лет. К эпидсезону 21-22 прививкой против гриппа планируется привить 60% от общего населения. В группе риска 75%. На сегодняшний день прививку от гриппа получили более 27 тысяч человек, из них около 17 тысяч взрослых. Напоминаем, что бесплатную вакцину против гриппа можно получить в поликлиниках по месту жительства. Управление Роспотребнадзора призывает жителей республики получить прививку от гриппа и ковид. В связи с тем, что при сочетанной заболеваемости данными двумя инфекциями повышается риск развития тяжелых случаев и летальных исходов.
Сегодня, 21 сентября, в связи с ремонтными работами будет ограничена подача холодного водоснабжения. Под отключение попадают 71, 128 и 164 кварталы. Подачу воды приостановят с 9 часов утра до 12 часов дня в связи с заменой участка водопровода. В Якутске продолжается вывоз гаражей, установленных в неположенном месте. По информации работников жилкомсервиса, с начала этого года из округов и пригородов столицы республики было вывезено на штрафстоянку уже 208 гаражей и различных металлических крупногабаритных конструкций. К таким можно отнести как стандартные гаражи размерами 3 на 4 и более, так и самодельные постройки любых размеров и форм. Часто под гараж используют грузовые 20-тонные контейнеры. Подобные вывозные работы были проведены по улице Петра Алексеева. Мы сейчас находимся на территории улицы Петра Алексеева, 12, Петра Алексеева, 12, дробь 1. Тут в следующем году намечается благоустройство дворовой территории. Мы вывезли где-то 15, остальные хозяева сами вывозят. 6 самозанятых жителей Якутии получили займ на выгодных условиях от Фонда развития предпринимательства республики. О том, кто, как и на каких условиях может получить займ, расскажет Марферина Алексеева. Александр Егоров стал самозанятым не так давно. Приобрел машину-водовозку и принялся брать заказы на доставку воды. Сегодня новоиспеченный предприниматель уже имеет постоянную клиентскую базу, а также планирует участвовать в тендерах для доставки воды предприятиям. Для того, чтобы дело приносило доход круглый год, потребовалось строительство благоустроенного гаража. Я решил построить свой гараж на машину, чтобы работать круглогодично. Для этого мне не хватало денег, поэтому я вот, узнав в Инстаграме о том, что самозанятым впервые дают заем, я решил подать документы. Ну и получилось, что мне выдали кредит в размере 500 тысяч. Фонд развития предпринимательства предоставляет займы во всех сферах деятельности. Главное условие – быть самозанятым. От 30 до 1 миллиона рублей, процентная ставка от 4 до 8 годовых, срок кредитования до 3 лет. По суммам есть разбивка, то есть начинающий вновь зарегистрированный самозанятый может получить от 30 до 200 тысяч рублей. Более 3 месяцев после регистрации уже может претендовать от 200 до 500 тысяч рублей. От 500 до 1 миллиона могут претендовать самозанятые индивидуальные предприниматели. Александр Егоров, воспользовавшись займом в размере 500 тысяч рублей, сейчас подумывает расширить бизнес, воспользовавшись привилегиями от фонда для самозанятых индивидуальных предпринимателей. Можно стать ИП, налогообложением самозанятого, и купить еще вторую технику, скажем, фекалку. Что для населения, у меня частный дом, на фекалку и на воду постоянно деньги уходят, и заодно и можно людям как бы оказывать услуги, которые они сами не могут. На сегодняшний день в Якутии насчитывается более 11 тысяч самозанятых. Кредитование в их пользу производится в рамках национального проекта. В этом году в фонд заложено 20 миллионов рублей. Получить займ смогут все самозанятые, подавшие заявку. Срок рассмотрения заявления до 10 рабочих дней. Марферина Алексеева, Катерина Амосова, Григорий Николаев, Якутск. На заводе одной из крупных лесопромышленных компаний «Алмаз» кипит работа. В кратчайшие сроки здесь изготавливают МХМ-панели для строительства 31 дома жителей села Бяскёль горного района, пострадавших во время лесного пожара. Сборкой панелей компания занимается более 10 лет. За эти годы построено более 250 объектов, большинство из которых – жилые дома. Как отметило руководство компании, сегодня большое внимание уделяется как качеству изготовляемой продукции, так и срокам их изготовления. Напомним, компания до наступления холодов должна успеть отправить в село 31 домокомплект. На сегодня уже готово 25 из намеченного плана. Вот 25-й дом сегодня должны забрать. Осталось нам подготовить 6 домокомплектов. Мы должны их до воскресенья завершить и отправить в Бяскёль. Мы 17 числа, считай, без выходных и проходных работаем именно в части обеспечения материалами восстановительных работ в селе Бяскёль. По срокам укладываетесь?
Но мы сразу сказали, что изначально взяли обязательства по 24 домам до 27 числа, но потом нам еще добавили 7 домов. Но, в принципе, мы сейчас улаживаемся и до 27 числа должны весь требуемый объем по 31 дому выдать. Якутянин Аял Макаров вошел в топ-10 лучших стрелков на чемпионате мира по компакт-спортингу. Он показал лучший результат из всех российских стрелков. Всего же на чемпионате мира по компакт-спортингу принимали участие около 500 спортсменов со всего мира. Отмечается, что в ходе турнира еще один стрелок из Якутии, Петр Неустроев, выполнил норматив мастера спорта России. В рамках федеральной программы «Большие гастроли» Нерюнгринский театр кукол принимает своих коллег из города Кострома. На первом спектакле Костромского областного театра кукол побывала Ирина Кичигина. В Нерюнгри костромичи пробудут 7 дней и покажут всего 10 спектаклей. Дети от 5 лет смогут увидеть спектакли «Принцесса на крыше» и «Не ежик», а для более старших зрителей будет показан спектакль «Моцарт и Сальери» по маленькой трагедии Пушкина. Труппу театра тепло встретили как сотрудники Нерюнгринского театра, которые быстро помогли решить технические проблемы, так и маленький зритель. Он очень гостеприимный, очень теплый и очень радушный. Вот сегодня мы, когда отыграли спектакль, дети пришли нам вручать цветы, и дети пришли обниматься. То есть такой непосредственный контакт и обмен энергетикой – это очень, очень важно. Спасибо вам огромное за столь теплый и радушный прием. Спектакль «Не ежик» открыл гастроли Костромского театра. Это история о том, что, несмотря ни на что, важно отстаивать свое мнение и быть верным своему предназначению. Главный герой – маленький ежик, который под давлением окружающих решил полностью измениться, но в итоге понял, что самое главное – это оставаться собой. Ребята уловили смысл пьесы и полюбили главного героя. Эта сказка учит делать себя самим собой и что сердце тебе подсказывает. Мне понравился ежик, как ежик менял себя. Я понял, что человека изменить нельзя, что он знает, как ему жить. Смешное было это, когда ежик подошел с зайчими ушами и с лисичьим, и с белкиным хвостом. Ну, она была веселая. Еще познавательная, учебная. А труппа Нерюнгринского театра в это время, наоборот, уехала с обменными гастролями в Кострому. И там они покажут полюбившиеся нерюнгринцам спектакли «Майдадыр», «Песнь тундры» и «Судьба» режиссера Александра Иванова. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Компания Central Partnership сообщила о начале съемок полнометражного фильма «Чебурашка» в Сочи. Также съемки пройдут в Кисловодске и Пятигорске, а затем в Москве. По сюжету фильма «Чебурашка» не плюшевая игрушка, а настоящий мохнатый зверек, который живет в апельсиновой роще в далекой стране. Однако он попадает в город у моря, где встречается с разными героями картины. Персонаж появится на большом экране с помощью компьютерных технологий и будет интегрирован в фильм методом совмещения Full CG. Релиз картины запланирован на 1 января 2023 года. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.